Добрый день, Кирилл Добрый Игоревич. Во-первых, хочу вас поблагодарить, что вы пришли на небольшой региональный YouTube-канал. И сразу хочу вас поинтересоваться. Есть такое мнение, оно бытует как в Москве, так и в регионах, что в России наблюдается некая фрагментация культуры, что регионы замыкаются на себе, Москва замкнута на себе, и культурного обмена не происходит, как это, например, происходило, там, допустим, в Советском Союзе. Да? И ваш театр в каком-то смысле решает эту задачу. Но мне хотелось бы узнать, вы сами так картину России видите культурную? Нет, я так не вижу, потому что я вижу, знаете, я вижу все-таки, может быть, я что-то неправильно вообще скажу, но я вижу просто эту картинку из Москвы, и мне кажется, она немножечко другая, потому что я вижу массу федеральных программ, которые как раз нацелены на воссоздание единой культурной карты страны. Это в том числе и большие гастроли, и обменные региональные гастроли, и общая филармоническая деятельность по всей стране, и филармонические концертные залы, и много-много чего, так сказать, делается на самом деле. Просто, знаете, как и в театре, как и в культуре, всегда чего-то будет недостаточно. Потому что такое культурное, огромное поле культуры в России, что всегда что-то... Сегодня это сделал, а завтра уже этого не хватает. А завтра это сделали, а послезавтра, уже хочется большего. Это нормальное состояние творческого организма, когда от достигнут хочется прыгнуть еще выше. И то, что уже сделано, кажется, что это мало. Это нормальное состояние неудовлетворенности любого творческого человека. Если мы спросим там, например, в Вахтанговском театре любого артиста, доволен ли он всем своим творчеством или в творческой составляющей жизни, вам каждый из них скажет «нет». И не важно, сколько он играет, какие роли играет. Нет, это тоже нормальное состояние творческого человека. Это не значит, что там театр плохо работает, или это артист какой-то такой очень с скандальным каким-то характером. Нет, это совершенно нормальное явление. Другое дело, если мы на эту с вами проблему смотрим по-другому, понимаете, чтобы регион не замыкался сам на себе, культуру нужно, так сказать, поддерживать, да, всю, и не только театры, и библиотеки, и парки. Это часть нашей жизни, часть нашего культурного, ментального кода. Да? И это самое важное, что есть в России такая большая разветвленная государственная сеть культурных учреждений. И мы этим можем смело гордиться и это себе записывать как в такой огромный плюс нашей истории, нашей страны, что мы обладаем такой большой культурной, так сказать, палитрой в каждом регионе. Другое дело, что культура не может сама себе зарабатывать. Это не бизнес. И быть самодостаточной, самофинансированной тоже не может. И в эту отрасль нужно вкладывать деньги. И деньги вкладывать не только, что давайте, так сказать, какие-то небольшие суммы на госзадания театрам. Я знаю, например, в многих регионах театрам не дают денег на новые постановки новых спектаклей. А это происходит как? Значит, театр не может заниматься своей уставной деятельностью. А дальше как раз происходит то, о чем вы говорите. Регион начинает замыкаться, театр сам на себе. Значит, театр не может не пригласить ни какого-то режиссера, ни художника, ни кого-то из столицы, из Москвы, из Екатеринбурга, просто какого-то интересного режиссера. Потому что у театра просто на это нет денег, нет средств. Театр не может с этим спектаклем поехать на гастроли, что власть его не поддерживает, дополнительно финансово. Поэтому если мы говорим о развитии культуры, о том, чтобы культура в регионе не замыкалась сама на себе, ее нужно все время развивать. А развивать – это, прежде всего, вкладывать финансовые ресурсы. На самом деле, это не такие большие финансовые ресурсы, как нам, так сказать, кажется. Да? Это одна часть. Но я вижу и постоянно проезжая по стране с гастролями Вахтанговского театра, а мы это делаем каждый месяц. У нас каждый месяц в театре в Москве 1 или 2 поездки всегда есть. Но я вижу и другое абсолютное... Порой приезжаешь в какой-то регион, сейчас не буду говорить вам, и не спрашивайте меня, а в каком театре, а в каком регионе, потому что я кого-то обижу, или, но это я вижу очень часто. Если было бы 1-2 примера, можно было сказать, это вот так, да. А я вижу и абсолютная, знаете, такую успокоенность к своему театру порой, я мягко так скажу, такое безразличие, когда приезжаешь в какой-то театр на гастроли в город, и видишь абсолютную запущенность, абсолютную какую-то неухоженность, абсолютно какое-то безразличие к тому, что у тебя происходит, а и так нам здесь сойдет. Очень часто я провожу какие-то круглые столы, делюсь каким-то опытом.
и слышу, ну это у вас так в Москве, а у нас нам это... Понимаете, вот это самое страшное, вот это тоже такая тенденция, когда люди начинают в театрах бронзоветь от своего места, от своей какой-то власти непонятно какой, от своего какого-то положения. Да ты ничего не сделал. Там, что ты сделал и как после тебя оценят, это было ремесло или это было искусство. Но почему-то у многих начинается такое, важность появляется, какая-то, за мной машина приехала домой. На работу директора театра привезла, с работы увезла, на обед отвезли. Ну, понимаете, это вот все, вот отсюда все идет. Понимаете, а это все не приводит к творческому развитию и к какому-то процветанию, а приводит к тому, о чем вы говорите. И тенденция это такая, она вообще, с моей точки зрения, общемировая. И всегда культура тянется в центры, в столицы, да, в города-миллионники, да, конечно, там, Там экономическая база есть, да. Да, там есть и база, там есть и зрительская аудитория, там много чего есть. Вот, но можно сесть, сложить ручки и говорить, а у нас тут и так хорошо. Ну вот моя главная претензия всегда была в том, что театр раньше, то есть истоки театра, посмотреть, это всегда был источником в каком-то смысле новых идей, новых мыслей, часто скандалов. Что театр там, во Франции, он формировал вот информационную среду. А сейчас, к сожалению, вот региональные театры, они вот, правда, они не поспевают за современным миром. Ну, кто вам это сказал, что нет? Это, понимаете, это ошибочно. Я могу вам сейчас привести несколько региональных театров, там, Красноярский ТЮЗ, Архангельский театр, так сказать, драмы, я не знаю, Качаловский театр из Казани. Есть театр прекрасный из Уфы, в Питере, в Красноярске, я уже сказал, в Тюмени. То есть, которые прямо вот качают. Которые, слушайте, они приезжают к нам на гастроли в Москву, у них аншлаги. Ну, это ошибочно. Это вот мы возвращаемся к первому, да, вопросу. Если есть успокоенность абсолютно от того, что ты делаешь, и нежелание свой театр развивать каждый день, а есть желание бронзоветь и называть себя великим, и ходить в каких-то обидках, что меня там не заметили, мне там какую-то премию там кто-то не дал, да, ты делай так, чтобы твои спектакли становились событиями не только твоего местного, регионального значения, а культурной жизни страны. Поверьте, вы правильно сказали, для того, чтобы это стало событием культурной жизни, ведь нам не нужны с вами сумасшедшие бюджеты. Театр, художественный продукт в театре или художественное значение, художественное высказывание – это никогда не про бюджет, это про мысли. Как сделать так, чтобы донести мысли автора до каждого сидящего человека в зале? Как мне сделать так, чтобы мне после 7 минут, как открылся занавес, было не скучно смотреть на сцену? Как раскрыть автора? Как сделать так, чтобы это звучало современно, интересно, и чтобы зал с единым дыханием наблюдал за тем, что происходит на сцене? Вот какая главная задача театра. Но для этого же нужна школа. Для этого нужен талант. Талант нужно воспитывать, талант нужно культивировать в себе. Понимаете, таланту нужно помогать. Как известно, бездарность, она прорвется везде. Да, понимаете, вот, ну, для талантливого человека нужно, очень важно не сидеть у себя в городе, да, а ездить, смотреть, приезжать в Москву на премьеры, в Питер, на фестивали театральные, региональные ездить, там не обязательно в Москву, есть Екатеринбург, есть Новосибирск, есть Красноярск, понимаете, приезжать туда, смотреть, быть в контексте. А я знаю, к примеру, не одного, их таких много, к сожалению, министров, которые не разрешают ни худруку, ни директору не поехать в Москву посмотреть премьеры. Говорят, типа, работай здесь, нечего там болтаться. Понимаете, кто иногда руководит культурой, какие идиоты. Идиоты, даже не говорю, это просто идиоты. Ей, этой дамочке, я вот там один регион все время критикую, знаете, ей все равно чем руководить. Она может культурой, она может общепитом руководить. Ей скажи кладбищем руководить, она будет кладбищем руководить. Она все знает. У нее целесообразность какая-то там. Она даже не понимает, что воспитать у себя хорошего управленца театра, директора, худрука, режиссера, актера, нужно, чтобы он был в контексте театра, он должен ездить, смотреть, он не может там сидеть при ее, извините, дрянной юбке.
Особенно сейчас, когда мы живем в эпоху гиперинформации, вот контекст же он вообще определяющим становится. Даже вот многие постановки, по крайней мере, которые зарубежно вижу, они настолько в контексте, что если ты не в повестке, ты можешь даже не понять, о чем речь была. Ну, слушайте, ну зачем нам с вами ориентироваться все время на зарубежное? Давайте ориентироваться на свое, национальное. У нас театр – это один из предметов национальной гордости страны. И ориентироваться там на зарубежный театр совершенно не надо. Мы должны видеть это, но снять штаны, как было в недавнее времени некоторые театральные критики, которые сейчас, слава богу, отвалили, если мне не хочется сказать другое, матерное слово, так сказать, и слава богу. И как они нас призывали снять штаны и бежать за европейским, германским театром или польским, у меня это вызывало всегда рвотные чувства массы. Понимаете, нам не нужно это делать. Нам нужно развивать и совершенствовать свое, а не вот этим заниматься. Мы должны это смотреть, мы не должны быть изолированы от этого, но думать то, что там искусство и там вот передовое, да ничего подобного. Все передовое здесь у нас. Я сейчас говорю о театре исключительно. И поверьте, да, сейчас может быть сложное положение у российского театра. Кто-то умер, кто-то уехал, как-то нас где-то пытаются отменить русскую культуру, отменяют наши гастроли за рубежом, запрещают нашим артистам, исполнителям, певцам быть на международном театральном фестивале. Это все, так сказать, пройдет. Культуру России, как часть мировой культуры, невозможно изолировать. Это, ну, понимаете, это как сегодня кого-то попытаться заставить не пользоваться интернетом. Мир стал другим. А вот возвращаясь к теме региона и центра, да, вы наблюдаете вообще какой-то переток? Ну, вы вот прямо участвуете в жизни региона. И вот переток вы имеете в виду творческих кадров? Не творческих кадров, а может культурных идей, культурных контекстов, сюжетов, сценариев или. Ну, я вижу, что, вы знаете, я вижу это и в Москве, когда некоторые столичные режиссеры, что говорить о региональных театрах, пытаются подражать там каким-то столичным режиссерам и художественному методу. Но мне кажется, нужно свое искать, а не подражать там Юрию Николаевичу Бутусову или Туминусу. Понимаете, и не цитировать их спектакли. Я сплошь и рядом это вижу. А вот искать где? В себе. В себе. Искать свой внутренний художественный мир, строить храм внутри себя, а не брать уже отработать художественные идеи. Все равно, как вам сказать, копия, она будет хуже оригинала. Даже качественная копия, она все равно хуже оригинала. Понимаете, то, что делал, к примеру, там, Римас Туминас или Юрий Николаевич Бутусов на сцене Вахтанговского театра или на других сценах, да, они все равно шли от себя. Они шли от своего мироощущения, видения мира, искусства. И поэтому у них это получалось. Когда кто-то берет эти приемы сценические на вооружение, пытается принести к вам сюда на сцену, слушайте, ну это выглядит, ну, во всяком случае, ну я не знаю, может, кто никогда ничего не видел в своей жизни, скажет: о, а кто хоть немножечко видел и понимает, скажет: ну слушайте, ну это же... Ну, вторичность. Ну, это уже такое, да. А если говорить про вот именно сюжет и культурный контекст? Просто я например, не раз читал про, скажем, экспедиции, которые там делали театральные деятели в какие-то глубинки, регионы, пытаясь найти, ну, какую-то новую фактуру. Это вообще актуально или это такой себе метод? Ну, почему? Это интересный метод. Ну, почему вы так думаете? Ну, мы... Прежде чем сейчас вот в театре ставить, к примеру, о повести Пушкина, да, наши артисты, наш главный режиссер поехали по пушкинским местам и окунулись в имение Пушкина, где он бывал, где он проживал. И это людям, артистам дало какие-то такие, знаете, силы, новые ощущения. Анатолий Шолю, кстати, земляк ваш, задумал спектакль «Солнце Ландау» о великом физике-ядерщике. Да. Да, величина, лауреат Нобелевской премии по физике. Прежде чем его делать, они поехали, знаете, куда? В атомный центр России, на экскурсию. Мы пригласили несколько лекторов в театр, лекторов по физике, которые читали и для артистов, и для наших зрителей лекции в период подготовки спектакля. Что такое физика? Что такое, какое значение, что это значит Ландау сделал, в чем его главное открытие,
мирового значения. И, представляете, наши артисты и зрители наши, так сказать, самые активные, ходили на эти бесплатные лекции и получали огромное количество об этом информации. Конечно, если ты хочешь что-то, чем-то заниматься и сыграть эту роль, конечно, ты должен быть погружен в контекст. Ты не можешь просто абстрактно что-то играть. Поэтому, ну, слушайте, то, о чем вы спрашиваете, творческие экспедиции, погружение в материал, это обязательно. Без этого бывает очень сложно. А вы параллельно с художественной деятельностью еще ведете и образовательную деятельность. Вот. Ну, я бы не сказал, что я веду художественную деятельность. Я все-таки помогаю реализовывать художественные задумки, творческие задумки нашим артистам, режиссерам, которые, так сказать, приходят в Вахтангский театр. Да? Вот моя задача как директора в этом, а не, упаси Господь меня там заниматься творческой деятельностью и говорить режиссерам или артистам, как надо играть, как ставить. Я могу после там, первого прогона, генерального прогона подойти и сказать свои зрительские ощущения, ну и так далее, там, но не более того. Но заниматься и говорить, что такое белое, что такое черное в искусстве, это точно не моя история. Но при этом вот Вахтанговский театр в Осетии сейчас проводит образовательные программы. Ну, это, слушайте, это нормальная вообще история любого театрального фестиваля. Что помимо основной программы, там какой-то еще программы, вот у нас уличные театры, там есть где-то он-программа, где-то офф-программа, то есть кто, так сказать, он, это то, что отобрано экспертами, представлено, как у нас основная программа. Уличные театры – это вот для создания праздника в городе. И образовательная, так сказать, программа, которую мы придумали, вот у нас второй год, так сказать, подряд мы ее реализовываем в доме Вахтангова. Мы сначала очень сомневались, а найдем ли мы аудиторию в Владикавказе, которая будет всю неделю, каждый день приходить и слушать лекции об искусстве, о театре и так далее. И мы открываем бесплатную запись, и там буквально несколько дней не остается ни одного свободного места. Это 100 человек каждый день. Тоже, знаете, это для Владикавказа все-таки это не миллионник город. Это очень хороший результат. Поэтому ведем, а как иначе? Ну, театр должен воспитывать и образовывать. Ну да, это же как раз таки вы несете какой-то культурный контекст здесь, воспитывая здесь зрителя или, может быть, художественного деятеля, который впоследствии принесет какой-то свой контекст из региона к вам. Вот формируете некую магистраль такую культурную. Ну, мы не отделяем, вот, во всяком случае, дом Вахтангова от театра Вахтангова. Это наш филиал. И поверьте, это филиал не только вот когда мы сюда приехали, да, но нету дня и нету недели, чтобы я не занимался какими-то вопросами филиала или не звонил из Москвы сюда, в Владикавказ, и не спрашивал, как дела, что у нас это, что у нас то, и кто был, и что и так далее. Это единый производственно-творческий организм, если мы так будем говорить. Это не там вот есть Москва, а здесь это есть. Мы очень здесь и какие-то новые технологии и в управлении сюда внедряем, и в планировании, и в менеджменте, и в оборудовании, и это все поддерживаем не хуже, чем в Москве, поверьте. Дом Вахтангова, он стал такой, точкой притяжения культурной. Но для этого мы и делали, а что мы? Мы же делали, как бы, а для чего мы сюда деньги вкладывали? Для чего мы здесь 2,5 года занимались строительством, реставрацией, ремонтом? Для того, чтобы он просто был закрытый, была бы какая-то бабка на входе с этим, с гвоздем, куда нужны эти билетики на кал. К сожалению, так часто бывает. Да, это тоже очень часто. Это вот к началу нашего с вами разговора. Знаете, я не хочу про многие ваши учреждения, говорит, сейчас я вызову какую-то критику, но меня деятельность многих учреждений культуры в Осетии просто потрясает своей безинициативностью, своей какой-то, даже не знаю, как это правильное слово сказать, чтобы никого не обидеть. Ну, это просто из творческого учреждения оно стало больше бюрократическим учреждением. Да, оно и вообще ничего не становится. Понимаете, просто мертвяк. В искусстве называется мертвяк, мертвая зона. Я вот смотрю на эти мертвые зоны, думаю, ну почему же вы не развиваете? Знаете, там, перезвоните, подойдите ко мне, скажите, Кириллович, давайте что-то вместе будем делать. Нет, им ничего не надо, они все великие у вас.
Ну и у них нет мотивации. Вы все-таки... Они все великие, а мы так тут, приезжие, пришлые. Ваш театр, он же еще один из самых коммерчески успешных в России. Так это же мы делаем на протяжении, извините, 15 лет мы этим занимаемся. Каждый день, это же не нагло мне свалилось. И это никому, это не просто так нам это досталось. Понимаете, это каждый день нужно поддерживать это, чтобы он был успешным. Но человек, который работает на государственную зарплату, он часто будет не заинтересован вот в этом коммерческом. Да не надо, иди занимайся своим бизнесом. Зачем ты тогда здесь работаешь-то? Ты хочешь частную, создай антрепризу, зарабатывай деньги. Мне тоже, вам скажу честно, иногда, знаете, так бывает обидно. Там, вот я знаю многих, так сказать, промоутеров, продюсеров театральных, молодые ребятки, им там по 35-45 лет, они создали свою антрепризу в Москве, у него уже квартиры и в Москве, и в Питере, где-то в Испании. Я так на него смотрю, думаю, вот как надо, а потом думаю, нет, Кирилл, все-таки есть что-то более высокое служение, и это так, ну, слушайте, тоже хороший вид деятельности. Поэтому... Я вижу это, вот мне это очень всегда больно и обидно. Понимаете, уже ты все время, театр это такой, знаете, энергозатратный, какое-то место энергозатратное. Ты все время должен тратить здесь энергию. А если в тебе ее нет, то нужно уже идти на пенсию. Но если в театре региональном нет энергии, это, по-моему, в целом показывает, что и в регионе вот эта энергия, она исчезает. Ну, конечно, конечно. Ну, и нужно, понимаете, нужно... Театр вообще, вот один великий человек сказал, театр – это дело молодых. Я все время эти слова помню. Вот вчера у нас было открытие, так сказать, фестиваля. Вчера первый был спектакль основной программы. И после мы, так сказать, ну, мы всегда делаем такие посиделки. У нас в арт-кафе дома, в Вахтангово, для того театра, который вот отыграл свой спектакль на фестивале. Вчера это был Российский академический молодежный театр из Москвы. Вот их было 60 человек. И наши молодые артисты сделали для них потрясающий вчера театральный такой баттл, капустник, как угодно. Концерт, да, все сидели с бокалом вина, какие-то небольшие легкие закуски. И была сделана, так сказать, программа. Потом, значит, ко мне подходит директор Российского академического молодежного театра. А кто, говорит, режиссер, кто это все, так сказать, придумал? И я ей говорю, ты знаешь, никто. Вот это они сами, это их инициатива. Я вот сегодня это увидел первый раз. И вот в этом есть, мне кажется, важный момент доверия, понимание, понимаете, не надо порой ничего это регулировать и репетировать какие-то вещи. Нужно только доверить дело молодым, сказать, ребята, делайте, они тебе столько напридумывают, и столько это сделать так интереснее, чем любые твои какие-то придумки, какие-то мысли и так далее. А вы вот с творческими коллективами театров Осетии взаимодействуете? Вы видите там, на ваш взгляд, какой-то потенциал, фактуру для того, чтобы этого можно было там мультиплицировать, взять отсюда? Вы знаете, я так глубоко не погружен. Я вижу, выходят какие-то премьеры и в Национальном осетинском театре у Гиви Валиева, и в Русском театре что-то, так сказать, происходит так сказать, у Уварова. Но я так глубоко как бы мы не погружены, мы как-то, ну, и чтобы быть погруженным, надо здесь жить. Нужно сюда приезжать на премьеры. Ну, у меня на это время, я говорю честно, нет. Ну, вы, по-моему, довольно часто в Осетии. Ну, я часто, но не так, чтобы, понимаете, быть прямо погруженным в этот контекст. Понимаете, я не могу так сказать. А вообще на перспективу, вот уже несколько лет фестиваль идет, и он очень успешный. Есть какие-то планы увеличивать или перенаправлять, или вовлекать в этот процесс, может быть, там, театры соседних регионов? Знаете, я вам так скажу, мы тут, когда говорим вот о фестивале, мы тоже тут, поймите, в Москве и в Питере, и в России есть много интересных спектаклей, которые очень бы мне хотелось привезти сюда, в Осетию. Но я понимаю, что, во-первых, мы ограничены бюджетом, но если бюджет можно найти, если очень захотеть, можно, то мы ограничены техническими возможностями ваших площадок, размерами зеркала сцены, глубиной сцены, наличием верхней механизации, нижней механизации. То есть нет инфраструктуры достаточной? Поэтому мы многое, что очень бы наши эксперты отбирали, говорят, есть этот спектакль. Мы читаем технический райдер от этого театра и понимаем, что мы здесь его обеспечить не можем, к сожалению.
есть это тоже, так сказать, это не только у вас в Осетии, это, вы знаете, у нас есть в Москве, мы вот, опять-таки, возвращаясь, Анатолий Шулев, наш главный режиссер, поставил потрясающий спектакль «Солнце Ландау», который сейчас получил «Золотую маску». Помимо этого, этот спектакль получил все театральные премии России, вот все, разные. Частные, общественные, полугосударственные, национальные. Вот все, он собрал все театральные премии России, какие только есть. Понимаете, это мы можем, опять-таки, сейчас, если кто-то нас с вами слушает, наверное, кто-то скажет, да это там, это вот, они там. Ну, понимаете, любовь и признание нельзя купить. Можно купить рекламу, можно купить там какие-то промоушен вещи. Но вот это очень сложно, этого добиться. Так вот, к чему я говорю? Так вот этот спектакль, там мы используем верхнюю компьютерную механизацию сцены, когда все синхронно поднимается, опускается. Есть всего в России 4 сцены, где мы можем это сыграть. И мы поэтому этот спектакль никуда толком повести не можем. Хотя очень бы хотели его отправить на гастроли. И уверен, что там был бы сумасшедший успех. Но, увы, не все, что есть в Москве, есть во всех регионах. Да, и то, что у нас есть в Москве, это благодаря тому, что театру было 100 лет, был подписан указ нашего президента, и нам удалось модернизировать все наши 6 сценических площадок в Москве. Это тоже тут, знаете, течение обстоятельств, исторический факт. И, безусловно, внимание президента к театру Вахтангова. Ну вот, когда мы говорим про театральную деятельность, многие забывают вот эту, та часть, которая за ширмой происходит, вот механизация, инфраструктура, как это все важно, да. Это очень важно, но не это главное. Вот услышьте меня, это важно, это хорошо, что есть. Но до этого мы же жили, у нас входили грандиозные спектакли, у нас не было этой механизации сцены. Не было. Это, когда мы начали делать это «Солнце Ландау», я понимал, когда мы принимали макет нашего художника, потрясающего главного художника театра Максима Обрезкова, да, эту декорацию, я понимал, что мы ставим очень масштабный, очень трудно, а почти совсем невывозимый никуда спектакль. Но я понимал, что коли мы потратили огромные государственные средства к столетию театра, да, в 19 и в 20 году на модернизацию сценического пространства, исторической сцены театра, ну, глупо, если мы ее не используем под 100%. Ну, коли это сделано, это надо как-то использовать, да. Вот, поэтому, не это главное. Не это главное в театре. Я еще раз говорю, главное – это художественная идея, которую не все способны генерировать. Говоря вот про генерацию художественных идей, я, например, к сожалению, наблюдаю, что вот в регионах, особенно в кавказских регионах, очень мало маленьких экспериментальных площадок, где вот ребята там в 2, в 3 руки играют какую-то свою постановку, какую-то идею. Опять-таки, понимаете, понимаете, что нужно, чтобы театр открыл малую сцену? Да ничего не нужно. Тут не нужно какое-то дополнительное, огромное бюджетное финансирование. Тут нужно желание руководителя и желание главного режиссера театра сделать маленькую экспериментальную площадку. Вообще это очень хорошее дело, малая форма, потому что она не требует больших финансовых затрат при создании спектакля, она не несет такой риск, когда ты экспериментируешь, берешь какой-то неизвестный драматургический материал, современный драматургический материал и начинаешь его делать для сцены. Ты не рискуешь так, как ты бы рисковал, когда это там перед тобой зал 700-600 тысячных, да, мест. Поэтому это вообще нужно развивать. Потом любая малая форма очень мобилизует и очень дает хорошие навыки артисту в плане его, как вам сказать, тренировки его актерского аппарата и мастерства сцены. Потому что то, что когда вот контакт со зрителем, когда вот вы от меня сидите в метр, да, как я должен быть искренен и убедителен, да, потому что все-таки, когда я смотрю спектакль и артист там 5-10 метров от меня, это тоже отдельная история, да, там есть тоже свои законы, а законы малого пространства для актера очень важны, и умение в нем работать актерски, это тоже очень важные навыки. Но я очень хочу, чтобы сейчас вас вот эти слова, надеюсь, услышат наши
художественные деятели, чтобы они вот открывали малую форму, потому что... Ну, вы смотрите, у вас, по-моему, и в Русском театре малый зал есть, и в Осетинском театре есть малая сцена, мне Гиви показывал. Ну вот экспериментов мало, опять же, на мой взгляд, экспериментов мало. Я тут не могу ничего комментировать, мало-много. Мне показывали, что эти сцены есть. Значит, вот я вам скажу так, у нас мы, театр Вахтангова в Москве, мы играем минимум в Москве, без филиала, 155 спектаклей в месяц. В месяц. У нас 6 сцен, у нас театр работает без выходных. У нас огромный репертуар по количеству названий, 77 названий. И у нас все занято пространство. Я вам скажу больше, даже вот в этом и в том сезоне я столкнулся с тем, что если бы сейчас была бы у нас возможность где-то открыть еще какую-то сценическую площадку, мы бы ее открыли, и у меня даже нет сомнений в том, чтобы мы ее наполнили репертуаром, и она работала каждый божий день. Но Дом Вахтангова работает, извините, 20 дней в месяц, здесь происходят различные мероприятия. Это мультижанровая площадка. Вот опять-таки, вы говорите об экспериментах, да? Сейчас я уверен, кто-то нас слушает, скажет, они там, это что, там какие-то концерты проводятся, какие-то там музыканты выступают, какие-то эстрадные исполнители. И что? Это и придумано для этого, это как мультижанровая площадка для привлечения аудитории, расширения аудитории, для привлечения этой аудитории потом на спектакли, потом на литературные вечера, потом на лекции образовательные об искусстве и театре. Как привлечь сюда аудиторию? Вот через мультижанровость. Я даже больше скажу, что многие ребята, наши артисты, они вот не могли из рамок квартирника перейти на большую сцену. И вот ваша сцена стала для них таким шагом вперед. Знаете, Дом Вахтангова открыт, но пока мне не удалось сделать так, нам не удалось сделать так, что, например, здесь появились артисты Русского театра имени Вахтангова, артисты Осетинского театра. Там существует какая-то кастовость. Мы сюда не ходим. Ну, не ходите. Ну, надеюсь, эта кастовость будет преодолена. Я тоже очень надеюсь, что, знаете, вода камень точит, и потом, знаете, ну не надо никогда в искусстве идти как слон в посудную лавку. Ну ничего, потихонечку, потихонечку. Я уверен, что, так сказать, кто-то из артистов, у кого-то есть какие-то монопрограммы, моноспектакли. Есть запрос на это. Да, и я уверен, что это может быть здесь, понимаете. Я счастлив, что студенты вашего театрального факультета из Осетинского университета у нас каждый месяц играют свои дипломные спектакли. И Чехова, и Газданова было здесь. И всегда аншлаг, я вижу, все билеты проданы. И что ж в этом, так сказать, плохого, что они себя почувствуют тоже частью дома Вахтангова. Что плохого, что они сейчас участвуют в программе уличных театров. И вот 10 и 11 числа ими будут сыграны, кстати, водевили по Чехову в парке Косты, да, Хитагуру, на вот открытой веранде. Здесь напротив. Да, понимаете, ну это же расширение творческой деятельности. И здорово, что они здесь. И я счастлив, что они здесь. И они, по-моему, счастливы. Я уверен в этом. И мы, как зрители, счастливы этому. И бывает очень приятно, что именно на молодых ребят бывает аншлаг, кстати. Ну, это, понимаете, это самое главное, чтобы здесь каждый... Вот моя, так сказать, задача как директора, да, чтобы каждый вечер здесь звучала русская, осетинская, дегорская речь. Понимаете, чтобы здесь была музыка, поэзия. Об этом мечтал Вахтангов за последние годы своей жизни, будучи уже тяжело больным человеком, онкологией. Он мечтал об этом. Он говорил, как я мечтаю, чтобы улица Арбат в Москве превратилась в город, в улицу мастеров искусств, чтобы здесь были разные театры, какие-то объединения художников, так сказать, поэтов и так далее. Он мечтал об этом, и мы, собственно, в этом контексте развиваем его мечту. Конечно, сейчас я вот понимаю, нас кто-то слушает, скажет, не в этом нужно развивать, нужно по-другому развивать. Развивайте, покажите. Покажите пример. Да, покажите, что-то сделать. А сидеть там у себя, это бухтеть где-то, так сказать, на кухне, это так легко. А вот дело, ну давайте дело. Давайте мне отдель, дайте мне примеры. А не вот, извините, кухонные разговоры. Это очень просто. Что это не так, это не художественно, это не туда, это не сюда. Покажите, куда. Я приду, посмотрю, мы все вместе посмотрим, сделаем выводы и скажем вам большое спасибо, если действительно так. Тут, на мой взгляд, у часто у людей есть некая такая ошибка, что культура,
Она вот, высокая культура, она должна быть очень далеко быть от человека. Человек должен с ней издалека наблюдать и восхищаться. Они ошибаются, что, на мой взгляд, наоборот, культура это как раз начинается с малых форм, когда человек с ней сталкивается, иногда неожиданно сталкивается. Как это будет вот на уличных пространствах. Я уверен, что многие люди, и, конечно, большинство придет специально, но многие же случайно с этим столкнутся. Ну, знаете, мы были все поражены, когда в том году мы привезли спектакль на воде. И я такого количества людей в парке вообще не помню. Я больше всего боялся, чтобы никто не упал в пруд. Потому что это были дети, никакого ограждения не было как-то. То есть мы не ожидали такого количества людей, которые придет на сказки Пушкина на воде смотреть. Понимаете, вот эту историю, понимаете. И если бы не дождь, который был позавчера, накануне, спектакль пиротехническое, механическое шоу «Злые рыбы», посмотрите, сколько людей даже в такую не совсем благоприятную, так сказать, погоду, собрало. И вот с этих маленьких впечатлений опять были дети, были разных возрастов. Это же все их зрительские ощущения, с которыми они будут жить дальше всю свою жизнь. Если мы детей к этому не приучаем, не показываем, не рассказываем, у них что-то не откладывается где-то под коркой головного мозга. С чего вы взяли, что они там, я не знаю, когда им исполнится 19-20 лет, придут на Отелло смотреть? Не думаю. Не придут, я глубоко убежден, что их надо приучать с детства. Понимаете, и при первом соприкосновении с искусством, с театром, оно может быть разное. Главное, чтобы оно было, чтобы был этот контакт с прекрасным, чтобы был контакт с этим потрясающим, удивительным, тонким, загадочным, порой не совсем даже, может быть, мне понятным миром театра. Это самое прекрасное, что придумано человеком за все его время существования. И очень важен этот первый контакт, очень важна эта первая вовлеченность, заинтересованность, воспитание публики. И воспитывать публику кто должен? Что, местная власть, что ли? Нет. Мы сами, театры, должны это делать, а не кто-то за нас. Как мне сказал один врач, который взаимодействует с особенными детьми, он говорит, что эти дети лечатся только впечатлениями. И я это воочию наблюдал вот на нашествии, как просто огромное количество детей были в таком диком восторге от того, что там происходило. Вы знаете, я уже где-то это повторял, но давайте и вам в вашем блоге, у нас такая неофициальная беседа, я тоже готов это повторить, что, слушайте, вы знаете, мы не придумываем ничего нового, мы не изобретаем велосипед, его не нужно изобретать, он давно уже придуман, и в искусстве много что уже придумано. Я всем привожу пример. 35-40 лет назад никто в мире не знал слова «авиньон» на юге Франции. Это был достаточно заштатный на юге городочек. Да, где, так сказать, был папский замок, но это не было никогда меккой туристической привлекательностью. Там нет моря, там всегда очень жарко. И люди придумали там, человек придумал один, давайте будем проводить театральный фестиваль. Это было 35 или 40 лет назад. И они начали потихонечку проводить. Сегодня это крупнейший европейский, а может и мировой театральный фестиваль, известный во всем мире. Сегодня город живет благодаря этому фестивалю. Вот эти месяц, когда проводится фестиваль, туда приезжает огромное количество туристов. Там невозможно забронировать гостиницу. Там главный бизнес теперь стал это вот гостиницный фестиваль. И город живет и процветает. И об этом регионе все узнали, и об его истории, и о великих людях, кто там родился, по-моему, Мирье Матье там оттуда родом вышла. И мы ничего здесь не придумаем, когда мы пытаемся это, мы только в начале пути. Этот путь еще очень долг, и тернист, и сложен, и много будет всего сопутствующего. Но я убежден, что если мы будем это делать каждый божий день и каждый год проводить фестиваль в городе Владикавказе, мы постепенно сделаем так, что сюда будут на это время приезжать много туристов. Я вижу с каждым разом их больше и больше. Мне вчера встречаются, а мы приехали к вам из Новосибирска, Кирилл Ильич, а мы приехали из Питера, а мы из Уральска. А парень говорит, а я из Краснодара, а другой говорит, а я из Уфы. Это вот те, кто меня знают, и я кого знаю. Это не мои друзья, это просто они приезжают в театр. Они вот такие. Говорит, мы специально, как вы объявили, мы купили сюда билеты, мы забронировали гостиницы, квартиры. Мы приехали на эту неделю, чтобы провести вот с женой, с детьми здесь время.
Культурный туризм он самый благородный. Я не могу сказать, что я сторонник массового туризма, но я всегда говорю, что Осетия нуждается в тематическом туризме, а она нуждается в культурном туризме. И вот фестиваль – это как раз таки организация такого культурного туризма в Осетию. Конечно. А понимаете, а за туристом что мы подтягиваем? Мы подтягиваем экономику региона. Извините, каждый турист приезжает сюда что? За впечатлениями тратить. Тратить свои кровно заработанные деньги в отпуск. Да, свои отпускные, свои накопления, поехать в горы, посидеть в кафе, в ресторане, попробовать осетинскую прекрасную кухню, пойти в этот театр, пойти на это мероприятие. Это же здесь все остается, это не в Москву уехало, если кто-то думает. Вот у нас даже здесь есть в доме 15 рабочих мест. Все налоги мы платим в местный бюджет. У нас здесь очень хорошие в доме зарплаты у сотрудников благодаря активной деятельности нашей. Мы все налоги платим в местный бюджет. Я вот даже когда встречался с Борисом Борисовичем, с премьер-министром, я нашу финансовую службу попросил за 25 год, говорю, скажи, сколько мы с зарплаты налогов перечислили в бюджет республиканский Осетии. Мне дали цифру. И я, значит, с Борисом Борисовичем говорю, мы тут, смотрите, мы тоже внесли свою копейку, хорошую копейку. С учетом того, что мы все платим, у нас все зарплаты в белую, все официально, естественно и так далее. Мы платим налоги сюда, к вам в республику, к вам в бюджет. Это не, типа, не деньги поехали в Москву. Потом все наши спектакли, которые мы проводим, основной программы платные, да, они все по ценам не московским, а местных ваших театров. До 1000 рублей. И мы это держим, и это наша принципиальная позиция. Хотя, поверьте, так сказать, привести каждый театр это стоит несколько миллионов. И авиабилеты на коллектив, и гонорар. Фестиваль нет. Да. Это не нет. Это что? Ну, неужели кто думает, что Крок сюда с театром Вахтангова приехали на нас тут деньги заработать? Мы приехали потратить у вас деньги, бюджет. Я каждый год, вот сейчас фестиваль заканчивается, я уже с ноября начинаю искать деньги у коммерческих структур, чтобы сделать здесь фестиваль. Это фестиваль на деньги, которые я нахожу, и театр Вахтангова зарабатывает в Москве. Бюджет 85 миллионов. У фестиваля? Да, у фестиваля. Большая цифра. Ну, я могу сказать только себя благодарность, потому что каждый год мы наслаждаемся этой культурной политикой. Да, это для меня очень, так сказать, важно, что вот мы с вами поговорили, в том числе о цифрах, потому что у некоторых людей есть ощущение, что это москвичи тут приехали и нас объедают. Никто никого не объедает, мы сюда привносим. Я с такими еще не сталкивался. А я уже сталкивался с такими, да, что типа вот тут у нас вот там. Слушайте, проблем много в любом регионе, и в Москве их много. И на все денег не хватает. Это и во всем мире так. В экономике нет такого, чтобы на все хватало денег, все было. Но есть какие-то базовые вещи, которые мы должны с вами делать. Вот для меня базовая вещь – это культурная инвестиция в Владикавказ. На этой позитивной ноте мы закончим наш разговор. И спасибо большое вам, что пришли. Спасибо. Пока.